Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 27 мая отмечаем Общероссийский день библиотек. В этот день в 1795 году была открыта первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека. А в Якутии первая якутская городская библиотека появилась в далеком 1886 году. Как развивается библиотечная система в регионе, спросим у гостя нашей программы. Это Мария Андреева, директор централизованной библиотечной системы города Якутска. Мария Витальевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в начале беседы расскажите, как устроена библиотека в 21 веке, веке высоких технологий. Ну, сами библиотеки существуют уже уже более 4500 лет. И в каждом периоде истории они отражают ту действительность, в которой находятся. Если говорить про сегодня, то есть про начало 21 века, то тут можно обозначить несколько слоев. Конечно же, есть ключевая роль библиотеки как книжного места, придуманной давно и по-прежнему сохраняющей актуальность. Это сохранение текстового наследия, собрание книг и публичный доступ к ним. Все то, что у большинства ассоциируется с традиционной библиотекой. А дальше уже идет библиотека как общественное пространство и часть городской инфраструктуры. Конечно, изменились ресурсы, которыми располагает библиотека. Конец 20 века и начало 21 в большей степени по предоставлению доступа к электронным ресурсам, поэтому одной из основных функций библиотек стала борьба с цифровым неравенством. Также сегодня все библиотеки все больше берут на себя роль общественных пространств, общественных центров и становятся важной частью городской инфраструктуры. Здесь отмечу важным моментом, конечно же, является материально-техническая база и оснащение библиотек. Например, сегодня в нашем городе можно назвать только 3 библиотеки, которые соответствуют описанию современной. Это, конечно же, смарт-библиотека, новая библиотека, которая расположена в городе Якутске, в 203 микрорайоне, а также 2 библиотеки, которые были модернизированы в рамках национального проекта культуры на федеральные средства. Это библиотека Созвездия в аэропорту и сельская библиотека Библиополе в селе Маган. Но несмотря на такую разительную разницу в оснащении, в том числе в системе электронной книговыдачи, все наши 18 библиотек, которые входят в централизованную библиотечную систему городского округа город Якутск, работают со своими пользователями как в офлайн, так и в онлайн форматах. В целом, изменение формата библиотеки – это часть развития всей гуманитарной городской риторики. Поэтому, когда в библиотеки вкладываются, они оказываются одним из основных агентов такого поворота, иногда даже единственными. Регулярно в стенах библиотек проводятся различные мероприятия и реализуются всевозможные проекты. Расскажите, какие проекты существуют на данный момент и все-таки как работают библиотеки после тяжелого прошлого года, что изменилось в связи с эпидобстановкой? Да, хороший вопрос, актуальный на самом деле. Да. Прошлый год вообще внес коррективы в работу всех учреждений культуры. Так библиотеки в основе своей развили формат онлайн-услуг. Также с прошлого года мы начали активно работать в формате проектов. Как я уже сказала, библиотеки это, конечно же, в первую очередь про книги. Но также это площадка для организации и повышения общей грамотности населения. Например, повышение информационной грамотности, юридической, финансовой, профориентационной, что больше для школьников, соответственно. Исходя из этого у нас реализуются следующие проекты. Например, онлайн-школа финансовой грамотности. Она начиналась еще в 2019 году в стенах смарт-библиотеки совместно с волонтерами Министерства финансов Республики Саха-Якутия, которые проводили здесь лекции по различным направлениям, например, налоговый вычет, страхование, инвестиции или мошенничество, как с ним бороться, скажем так. Но потом проект перерос во что-то более масштабное и стал онлайн. На нашем сайте системы мы создали подсайт, где разместили, скажем, видеолекции. Их на сегодня 11 лекций, касающихся финансовой грамотности. И каждая лекция сопровождается списком литературы, доступом книг к Литрес, проверочными заданиями и различными актуальными ссылками. Также в этом году был запущен подпроект «Финансики» для детей, где наши библиотекари создают мультфильм, герой которого рассказывает детям доступным языком,
о деньгах, помогает принимать правильные решения и нести ответственность за свои поступки. Также у нас есть проект, он также в онлайн-формате действует, библиотека «Правовой вектор», который ориентирован на повышение правовой грамотности и гражданской ответственности населения. Весьма актуальным стал проект «Хроники COVID-19». Мы разработали портал специально с целью чтобы сохранить память о происходящих событиях и воссоздать полную картину изменений, произошедших в жизни жителей нашего города. Там каждый может поделиться своей историей или ознакомиться с историей организации города. Также хочется упомянуть проект «Гид по образованию и карьерному росту». Он тоже в онлайн-формате. Вот тут также отмечу удобство онлайн-форматов, то, что им могут пользоваться не только в определенной библиотеке, а все библиотеки системы или учреждения, которым эта тема будет интересна. Так вот, гид по образованию разработан с целью донести полезную информацию для школьников, студентов, людей, которые только начинают работать по какой-либо специализации. Там есть информация по грантам, что очень важно и актуально, и, конечно же, весьма полезные списки литературы. Еще одним из приоритетных направлений деятельности наших библиотек является программа «Якутсковедение» – изучение истории и культуры родного города. Был создан портал «Мой Якутск» с целью объединить все материалы и ресурсы о городе, имеющие историческую ценность. С данным ресурсом также работают все библиотеки, а еще и школы нашего города. И в целом прошлый год показал, что удачно можно работать с такими информационными электронными ресурсами, не приходя в библиотеку, а просто посетив ее сайт. Но вот получается, из-за такой серьезной, скажем так, трансформации классических библиотечных услуг изменились и компетенции сотрудников. Какие требования предъявляете к современным библиотечным кадрам? Да, действительно. Вот как уже было сказано, библиотеки весьма успешно адаптируются под изменение времени. Наши библиотекари постоянно повышают свою квалификацию. У нас также централизованно регулярно проходят обучающие мероприятия, которые касаются их каждодневной работы. Это начиная от использования социальных сетей, платформ для создания виртуальных выставок, до проведения мероприятий в онлайн-формате, использования разнообразных электронных ресурсов. Каждый сотрудник, независимо от возраста, от опыта работы, должен быть компетентен во всем этом. Точно так же, как и в поиске и предоставлении достоверной информации, использовании электронных библиотек, платформ для муниципальных и государственных услуг. И главное, он должен в любой момент помочь своему читателю использовать все эти ресурсы. Если говорить в общем и целом, то можно ли назвать наш город городом читающим? Знаете, я бы сказала, скорее да. Например, за 2019 год наш показатель книговыдачи составил более 1,5 миллиона экземпляров, а в нашей системе 70 тысяч читателей. Конечно, во время пандемии их количество уменьшилось по разным причинам. Например, большинству читателей непонятен был формат онлайн-чтения и онлайн-мероприятий. Но мы работаем каждодневно, ежедневно над тем, чтобы каждый читатель получил свою услугу. Например, сейчас еще, когда мы работаем в ограниченном режиме, мы работаем в ограниченном режиме по предварительной записи, и нет у нас прямого доступа и допуска к читателей к книгам, только по предзаказу. И вот в таком формате у нас образуются такие некие виртуальные очереди, причем весьма могут быть серьезные и существенные, так как соблюдение всех предписаний ограничивает количественное обслуживание читателей. А еще одним показателем можно назвать успешный переход в Литрес. Каждый читатель наш может читать книги в данном электронном ресурсе абсолютно бесплатно. И это видно уже по шкале увеличения запросов книг в ресурсе Литрес. Еще можно отметить то, что очень увеличилось количество книг, которые требуют реставрации. То есть книги зачитываются, да, и нужно успевать их реставрировать, так как обновление фонда все-таки требует финансовой составляющей. Ну скажите, а какие книги читают сегодня посетители библиотек? Это больше художественная литература, какие-то энциклопедии или научные труды? Так как мы публичные библиотеки, в основе своей у нас читатели читают, конечно, это популярные книги, бестселлеры, определенные книги по темам. Есть, конечно, если у студентов, то уже по их научным исследованиям, студенческим. Также то же самое касается школьников. Наши читатели, да, следят за премиями, как российскими, так и международными, и ориентируются на литературу, которую также выставляет и рекомендует им наши библиотекари.
Ну вот вы упомянули некие, может быть, сложности в пополнении библиотечного фонда. Скажите, как пополняются фонды библиотек, и если не секрет, сколько тратится на закупку книг в среднем за год, например? Допустим, в прошлом году мы приняли в фонд наших библиотек более 20 тысяч книг на муниципальные средства, что было где-то более 5 миллионов рублей. Еще также на федеральные средства, вот как упомянули про нацпроект, там около миллиона рублей, 2500 книг. Ну, также мы еще книги не покупаем, да, а получаем бесплатно в рамках партнерских мероприятий с издательствами за счет привлечения пожертвований от физических лиц. Их было 2500 книг. Это то, что касается прошлого года. В этом году сумма на комплектование была значительно, конечно, понижена. И по прогнозу предстоит приобрести всего 6000 книг. И вот за 5 месяцев работы уже весьма сильно ощущается вот такая вот нехватка, особенно вот актуальной и современной, конечно, литературы. Допустим, тут хочется отметить, мы на днях завершили социологическое исследование «Библиотечный Якутск», в котором приняли участие более 1000 горожан, и на вопрос, что может оттолкнуть вас от библиотеки, 46% отпрошенных выбрали ответ «отсутствие новинок и бестселлеров». Ну, конечно, мы дополнительно приобретаем и периодические издания, электронные ресурсы и базы данных, да, но, как уже было сказано, все-таки библиотеки – это про книги. Мария Витальевна, я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. С праздником, ну и, конечно, дальнейшего развития нашей библиотечной сети. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как развивается библиотечная система в регионе, нам рассказала Мария Андреева, директор централизованной библиотечной системы города Якутска. Берегите себя и своих близких, и неважно, получили вы вакцину или еще нет, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.